Салам алейкум достор. Бүгүн Куликовский компаниясынын башкы директору Денис Гайваровский менен маек курган жатабыз. Мы, несмотря ни на какие пандемии, кризисы и сложности, не перестаем развиваться. И это все, конечно, благодаря нашим клиентам свыше нескольких миллионов долларов. И плохое проходит, и хорошее проходит. Вот это надо ценить. Алмата, вы даете как минимум 1,5-2 миллиона долларов. Вообще классно. Генеральный директор компании Куликовский приехал посидеть здесь, кофе попить. Сейчас откроют, я попрошу. Если есть претензии, мы всегда открыты их услышать. Что-то нашли, помогите нам стать лучше. Тоже фиолетовый и со своим знаком. Любое оформление, любой вид, любой состав за 999 сомов за килограмм. И там именной торт даже может. Пожалуйста. Салам алейкум достор. Бүгүн Куликовский компаниясынын башкы директору Денис Гайваровский менен маек курган жатабыз. Добро пожаловать в нашу фиолетовую компанию. Классно. Вроде и цвет примерно. Да, приближенный к фиолетовому я сегодня специально делал, чтобы быть в теме. Есть что-либо, что прямо здесь можно рассказать про фабрику, Ну про вот, компанию? вроде пандемия, да, как там кризис, никто ничего не делает, у всех все плохо, а мы вот купили новое здание, вот строим новый цех, вот это новый цех, а вот вы видите, строится новый офис. Еще один. Это полностью, да, мы сейчас офис, вот там у нас на 3-м этаже находится офис, он оттуда съезжает, потому что места уже не хватает, здесь будет расширено производство. Ага. Здесь расширяется производство, здесь будет очень крутой эксклюзивный цех, а вот там будет новый офис. Ну, в общем, мы, несмотря ни на какие пандемии, кризисы и сложности, не перестаем развиваться. И это все, конечно, благодаря нашим клиентам, которые не перестают нас радовать своими посещениями наших магазинов и приобретениями наших продуктов. Друзья, давайте вот так взглянем на эту стену. Стена достижений и показателей, да, я так понял? Это благодарственные письма, дипломы, награды, какие-то, да, как ты видишь, там сертификаты, достижения. И то, ну не скажу, наверное, что все, потому что у нас есть еще другое помещение, там тоже размещаются. Но вот, наверное, 80% здесь, то, что вы видите. Везде этот фирменный стиль. У нас, видишь, мы настолько фиолетовые, что у нас даже диваны. Друзья. И вот делай то, что ты любишь. А вот там, видишь, это дуальность. Люби то, что ты делаешь. Это тоже нужно показать тогда, Люби по то, сути. что ты делаешь, и делай только то, что ты любишь. Где Куликовский, там праздник. Ну это очень логично, в принципе. Говорите про фиолетовый, посмотри на шторки. Да. Посмотрите на ее чехол от телефона. Видите? Вот, папки от документов. Пожалуйста, вот пример. Посмотрите на папку. То есть к тому, что это фиолетовое сознание. Мне, кстати, я помню, ты высказал вот это выражение. Тоже было очень смешно. Нам всё фиолетово. Нам все фиолетово, друзья. И плохое проходит, и хорошее проходит. Вот это надо ценить. Люди всегда меркантильно, эгоцентрично внутри из-за каких-то своих там, ну, может быть, моментов страхов или моментов ущемления. И все смотрят на то, что вот хотелось бы все больше и больше и больше. Дом крутой, машина покруче, Мерседес С-класса, денег много, ездить по миру. А надо четко осознавать, что разницы нет, что ты сегодня кушаешь или на какой машине едешь. Это вопрос времени, когда все закончится. Ведь закончится... Все временно, все относительно. Все абсолютно временно. Во всем мы ищем какую-то свою нотку, свою силу, потому что даже элементарно какие-то приходят сложности или там трудности, нам даже коронавирус, мы говорим, ну все, что нас не убивает, делает нас сильнее. И Классный лозунг. все эти мудрости, они же уже давно в народе. Вот он склад, который я тебе говорил. Вот новый склад построили, это категория B+. Да. Категория B+. У него там, в нем внутри кара ездит, в нем идеальные там полы, там специальное стеллажное хранение. Вот этот сэндвич ехал с Москвы. Вот он внутри, там стройка, вон он цех. Тоже цех новый. Это новый цех эксклюзива. Кстати, в нем будет прикольный момент такой. Я покажу фишку. Смотри. Это будет новый эксклюзивный цех, кстати. Вы первый, кто это видит вообще, в принципе. Мы самые первые в этом цехе. Правда, придет ремонт. Но обрати внимание, здесь будет такая фишка. Вот здесь будут идти процессы, здесь будут собираться свадебные торты. Свадебные торты, вот здесь. Ага. А вот по этим балкончикам
Будут ходить люди, экскурсии. Мы вот здесь будем водить экскурсии. То А есть, мы здесь первые, друзья. да, и вот здесь будут люди ходить на этих экскурсиях и смотреть, как вот здесь делаются вот эти тортики, вся красота, вот это вот все. Очень сильно практикую этот стиль. У меня он и в компании здесь сильно применяется, и дома. То есть я вообще считаю, что все, что бы ни пытался человек наворотить вокруг себя, и там много чего оставить элементов, но это вопрос времени. Опять же, когда вы к этому привыкнете. Поэтому минимализм позволяет больше быть внутри себя, то есть быть собой и фокусироваться на самых важных и ценных моментах. А все остальное оно отвлекает. Ну вот посмотрите, когда минималистичная стена и на ней самый главный рабочий, да, так называемый профессиональный принцип, делать только то, что ты любишь, и люби то, что ты делаешь. Если вы не любите то, что вы делаете, значит вы несчастны. То дело, какое бы вы ни делали, как бы вы его ни делали, получается оно у вас плохо или хорошо на данный момент. Может быть, вы в нем чего-то там не видите, разочарованы, или оно вам не приносит много денег, или может наоборот, оно у вас как-то забирает пока деньги. Ну, и разные же есть отношения. Неважно, любите. Любите это энергетически, потому что это как свое дитя. Так вот и ваше дело. Относитесь к вашему делу как к ребенку, и тогда у вас все раскроется. Если вы не любите свое дело как свое дитя, значит, наверное, задумайтесь. Там что-то не то, да? Значит, вы идете не по тому пути. Найдите себя, найдите свое дело. Тогда как пришли к очень интересной теме, годовая годовая доходность компании Куликовский. Это вот по Кыргызстану и полностью может быть. И если только это не конфиденциальная Ну, часть. конечно, это конфиденциальное, но, знаешь, давай так, чтобы хоть какой-то примерный ориентир был, это свыше нескольких миллионов долларов. Вот так. Свыше десятка? Нет, нескольких. Несколько То миллионов есть долларов. я скажу как бы завуалированно, да. Свыше нескольких миллионов долларов доходность годовая компании Куликовский по Кыргызстану, Казахстану и России включительно все, да? И из них 50% только сама Алмата дает. Алмата, вы даете как минимум 1,5-2 миллиона долларов. Вообще классно. Молодцы, да. Спасибо. Мы тоже им очень благодарны. Спасибо то, что у нас такие хорошие добрососедские отношения с этими рынками, потому что эти рынки, они... Но опять же, смотри, здесь немножко поправлюсь так, чтобы ты понимал, чтобы у людей чтобы не сложилось мнение, в Алмате там столько зарабатывается. Наша доходность измеряется из вертикальной интеграции, ведь мы сами себе производим продукцию и сами себе ее продаем. То есть я тебе называю как бы совокупный доход того, что мы же зарабатываем как производство и зарабатываем как магазин. Это очень интересный момент. Это Магазины по зарабатывают, бизнес-модели. магазины зарабатывают по своей модели, а производство по своей. Хоть это и наша вся система, но это мы называем вертикальная интеграция. То есть когда производство произвело продукт, за X сом продало, магазин дальше наценивает свою наценку и продает уже за X плюс эта наценка, чтобы вы понимали. Вот Ваша грубо говоря. одна часть является клиентом вашей другой части, получается, да? Но, можно сказать, да. То есть у нас фактически наши же магазины являются клиентами нашей же фабрики производства. Вот так. Поэтому в Алмате это хоть и наш филиал, но это другое юрлицо. То есть наше юрлицо... Да, это казахстанское юрлицо. Конечно. Юрлицо производства Кыргызстана, ОСО «Кондитерский дом Куликовский», поставляет продукцию в ТОО «Куликовский Казахстан», поставляет в ООО «Куликовский Новосибирск». Это одно юрлицо продает другому юрлицу и то. И это юрлицо заработало здесь как кыргызское производство, а те уже зарабатывают как продажи, как магазины. Вот, поэтому и то, что мы называем эти цифры, это надо понимать, что вот с Алматы то, что там доход есть, это не только то, что вот магазины сами заработали. А нет, это еще и считается, что фабрика на продаже в эти магазины тоже зарабатывает. Вот так. По поводу эксклюзивных тортов, которые здесь будут производиться, какая примерно стоимость каждого торта будет? Это эксклюзивно для А у свадьбы. нас же сейчас новая фишка. Мы же запустили, вот месяц назад мы запустили полностью наше новое обновление, и теперь у нас единая услуга. Теперь вы можете у нас заказать любой свой заказной торт, любое оформление, любой вид, любой состав за 999 сомов за килограмм. И там именной торт даже может. Пожалуйста. 999 сом до 100. Мы можем вылепить тебя вот так вот. За 999 сом? За килограмм. За килограмм. Сколько килограмм выйдет? А у меня много, 67. Но зато ты будешь какой эксклюзивный. От И весь- Куликовского. Весь из шоколада будешь, да?
Да, но за эти 1,5 года ко мне, вот за время пандемии, ко мне обращаются, я просто, в силу этики бизнеса не буду называть компанию, но обращаются местные предприниматели, бизнесмены, просят консультации, помощи, у нас вот там все плохо. Там. Я вот так сажусь чай попить, сижу, послушаю человека, вот он просто расскажет все. Я вот так вот, основной 90% моего ответа вот такой был. Для начала, я говорю, слушайте, представьте, что вот вы сейчас лежите на аппарате искусственной вентиляции легких где-нибудь в нашем национальном госпитале, и у вас сатурация там 85, и вы уже там, одной ногой на том свете, да. У вас сильно, вот, и все, что вы сейчас мне проговорили, у вас будет желание это проговорить еще раз? Он говорит, нет, я говорю, какое у вас будет в этот момент только одно желание? Жить. Я говорю, жить. Вот, чтобы задышать своей грудью. Поэтому все, что вы сейчас воспринимаете, поймите, вот и вся ценность, проблемы в голове, все ваши сейчас там страхи, тревоги. Ведь самое худшее, что с вами может произойти, вы потеряете деньги. Себя не потеряете, жизнь не потеряете, здоровье не потеряете. Деньги еще заработаем. Сейчас не будем терять время, выезжаем на Переместимся в магазин, да, в магазине попьем кофейку и как раз покажем новые там интересные фишки, которые мы сейчас начали применять в дизайне магазина. Классно, ребят, поехали тогда. Я говорю, так в чем фишка? Вы перед, наверное, если так скажем, Всевышним сделайте свое дело добро, вы заплатите, а если они своруют, это же уже их наказание. Сама логика мышления. Тоже своеобразный порочный круг, да? Да, порочный круг. По вере уже, конечно. В систему. И здесь мы приходим к вот этой вот народной, наверное, опять же, поговорке, когда хочешь изменить мир, начни с себя. Давайте зададимся вопросом, когда мы чего-то ждем от государства или от правительства, а что мы сделали? Ведь мы же и есть государство. Каждый из нас является частью этого государства. Часть этой страны, Частичка, да. Вот, поэтому начнем с себя, со своих изменений. Это шоколадное, я предполагаю. Это шоколад мастика. Да, а то я вот так тронул, хотел подвинуть и почувствовал то, что это шоколадное. Это стоит впереди. То есть здесь есть значок, как почетная грамота правительства Кыргызской республики, это лучший налогоплательщик. Лучший налогоплательщик. Какого года? Это в 2019 году, но только за 19 или за 18. Скорее всего, за 19. Вот. Но здесь потому что для меня это лучшая благодарность. Вот я почему хочу отметить. Это кто сделал? Это сделали наши сотрудники, кондитеры цеха «Эксклюзив», которые просто в какой-то момент ко мне, буквально, на март это был, до этого года, после 8 марта, Куликов-мен. И заходят ко мне в кабинет и говорят, Денис, можно к вам зайти? Я говорю, да. Заходят вот своим цехом ребята и дарят мне этот подарок. Я просто говорю, а за что? Они говорят, это просто душевная благодарность за тот год пандемический, который мы прошли, за тот вот сезон, который мы отработали. У нас кондитерский сезон считается, как раз он в марте завершается. И за то, что мы все друг у друга есть. Потому что за тот год из нашей команды никто не пострадал. Мы никого не уволили, мы никого не сократили. Мы не урезали ни сома зарплаты. Мы всем, когда у нас люди все сидели в карантине, у нас ничего нигде не работало, мы продолжали содержать всех людей и никого не сокращали. Как я знаю, Олег и Елена вас пригласили в 2011 году. Сколько лет компании тогда было? 20 лет было, да. 20. То есть существование компании было, но они еще не могли тогда, видимо, масштабироваться или были какие-то очень сложности в плане роста, да? И можно будет послушать историю успеха, можно сказать, с момента привлечения к этой компании. Смотри, Нурлан, компании хоть и 20 лет было, но она, по сути дела, ничем не отличалась от многих, на тот момент уже существовавших компаний, которые родились в постсоветском пространстве. Союз рухнул, 91 год, но 90-е это лихие годы, и когда что делать, тут какое-то все беспредельно. И вот Олег с Эльвиной, они начали, так скажем, предпринимательство дома у себя, в своей обычной домашней квартире, на кухне. А они искали себя и понимали, что на тот момент ни работы, ничего нету, и занялись тем, чем то, что они любили. И Олег, он всегда этим говорил, он всегда в этом видел страсть свою. И это была его реальная страсть, вот эта кулинария, кондитерка. И они росли, как и росли все практически, наверное, 99% компаний того периода. Они росли как родственная компания. Семейный бизнес. Семейный бизнес, классический, да, семейный бизнес.
само собой, сам директор, генеральный директор компании Куликовский приехал посидеть здесь, кофе попить. И так классно, что он сейчас откроет это место. Сейчас откроют, я попрошу. Вот, Да друзья. ладно, что ты так Открывают. плачешь, ну ты маленький. Пойдемте, девчат, я вас немножко на 10 минут отвлеку, мы тут съемки сделаем. Это обновленный магазин, он в стиле бранчбук, если обратите, принципиальное отличие. Здесь были старые стеллажи такие некрасивые, теперь это вот красивый белый кирпичик, и видишь, мы это называем крылья бренда. То есть у нас вот есть наш логотип основной, и вот такие полочки сделаны, если обратишь внимание, это как будто как крылья. Как будто Да. вот логотип, мы его называем, вообще компанию нашего сына называем Птицан. 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 Пацан Птицан. Птицан. И вот как птичка, вот наша игрушка рекламируется. Сейчас будет на 1 июня. Сейчас еще раз, пока я успею поймать. Игрушка имеется в виду гейм, Гейм, да, в приложении. И вот это крылья, и, соответственно, на этих крыльях как бы вот бренд летит. И вот на этих крыльях стоят наши тортики эксклюзивные, в которые мы цех зашли. Да. Вот ребята, такие, вот как раз вот эксклюзивные. то, чтобы цех они вот так снимали. будут выглядеть, да, Вот эти эксклюзивные? вот тортики изготавливаться Там будут в шоурумы том цеху. Да. новые посещали, производственные. Да. Сейчас, может, запустится, игрушка будет. Вот это вот новое обновление, новый потолок у нас теперь будет. Вот такая концепция во всех магазинах. Это во всех магазинах так Во будет? всех. Это с Москвы, да, вот это вот потолок, и называется такая мелкая грильята. Это именно, вот у нас тоже прям, если уж привозить, то не из Китая, не здесь, не на рынке куплено, это потолок единый, он во всех магазинах наших 3 стран один будет теперь. И с него будут разный свет подвешиваться, вот такой, вот такая концепция. Сняли, да? И, Да, вот она обновленная, да, наша новая теперь доска. У нас теперь есть фишка такая: кофе, не кофе. Ну, вот это новый стиль. А это то, что мы называем кейк-бар. Это вот новый такой формат направления нашего кофейного. То есть это не совсем кофейня, но и здесь можно либо панини поесть, круассан с кофем, там заказать себе чай, сделают там кукисы. И поэтому мы его называем кейк-бар. Пол под дерево, плитка, фиолетовые акцептные стены, белый кирпичик, и вся мебель тоже в стиле дерева. Это натуральное дерево. То есть вот такой, теперь заметь, минимализм. Да. Здесь есть только цвет Ну, белый. не так, как у тебя в офисе, конечно. Ну, конечно, в магазине больше цветов. В начале, когда мы провели просто обычный тимбилдинг, это там 2-дневное мероприятие, там даже, можно сказать, 1-дневное, но 2-й день это больше общения. Они поговорили, мы вот увидели вот эти вот нюансы, они говорят: пожалуйста, помогите. Мы говорим: хорошо, мы можем помочь как консультанты, будем вашу команду консультировать классический консалтинговый проект такой. Давайте мы проведем диагностику компании. Классно, ребята, диагностика компании. Это всегда очень важно. Нужно провести диагностику компании, довериться консультантам, которые пришли бы со стороны, это называется взгляд со стороны. Посмотрели со стороны на компанию, оценили ее профессиональным взглядом и выложили, сказали: смотрите, вот у вас на данный момент ситуация вот такая, и мы вам рекомендуем то-то, то-то, то-то. И когда мы провели эту диагностику и выложили, они говорят: да, классно, вы там, ну, похоже, мы вам, наверное, со многими их теми трудностями, проблемами, которые они на тот момент испытывали, мы столкнулись, мы их вскрыли, мы им показали, и у них совпало с нами вот это вот некое такое видение: давайте, мы выдаем примеры того, что нужно делать, нужно вот это внедрять. Они говорят: мы согласны. Мы запускаем уже после диагностики полноценный консалтинговый модуль, то есть когда мы уже начинаем это с командой внедрять, но мы внедряем это как консультанты. То есть внедряет эта команда, мы помогаем. И вот, то есть 2 месяца было там где-то период подготовки диагностический, там 1,5 где-то месяца, а потом еще 3,5-4 месяца, там даже больше, 4,5, шел уже сам диагностический, этот сам консалтинговый модуль, когда мы внедряли это. Вот это вот все длилось. Почти полгода получается. Да. И когда мы уже вот пошли конкретные внедрения, все хорошо, мы вроде из команды уже как-то притерлись, и уже те процессы, там те внедрения, те инновации, различные проекты новые запущены. И вот при каком-то очередном разговоре, уже вот где-то уже была там поздняя весна, они говорят: Денис, мы видим результаты, мы видим классно, все. Ну вот консалтинговый проект уже как бы вроде там сейчас завершается, но не может же все там в консалтинге постоянно быть. Нам нужен управленец, мы вот хотели бы, чтобы у нас там в компании появился такой
хороший, классный руководитель, управленец, который бы нам помог. И вот мы хотели бы предложить это тебе. И вот начался разговор с ними. Там уже, конечно, много деталей обсуждалось, но это сейчас тут можно час о них рассказывать, об этих деталях, я думаю. Мы никогда не были идеальными и никогда не будем. Да, мы тоже там живая компания, живой организм, там у нас люди работают, люди, и людям свойственно ошибаться, и то, что у нас есть косяки, есть, и Куликовский допускает ошибки, и бывают у нас оплошности, и мы честно в этом признаемся, и мы там стремимся всегда там выявлять все наши там минусы, их устранять, и извиняемся перед клиентами, если накосячили. И, кстати, вот даже если нас там будут слушать твои зрители, если есть претензии, мы всегда открыты их услышать. Что-то нашли, помогите нам стать лучше. Мы Эти всегда... претензии и предложения можно же прям по магазинам, по кейк-барам прям оставлять, да? В принципе, Можно в приложении это даже написать, это можно в любом магазине оставить. Сейчас мы дошли до Digital, это и на сайте в нашем официальном. В мобильном приложении в нашем тоже есть контакты, обратная связь. И мы всегда просим клиентов не молчать. Если вы нашли в нас какие-то ошибки, да, они в нас есть. И мы просим на них указывать и нам помочь тем самым развиваться. Это же круто, это же есть синергия. Компания Куликовская, команда 1600... 30 человек. 30 человек. Да, 1600 с хвостиком ребята, и ни один человек не был сокращен вопреки вот этой пандемии, кризиса, сложности, нехватки средств. И благодаря не только этому человеку, но с большим участием вот этого человека. Здесь вот Кеймен. Я сказал все ребят, это не я Супермен, а мы все, мы команда. Видишь, это К-команда. Куликовский, К-команда. Вот что значит лидер. Он все трактует все-таки за всех, за всю команду и во благо всех. Даже вот это название Кеймен, Куликовмен, он трактует как человек-команда. Да? Конечно, однозначно. Ну и да, это наша вот тоже моя гордость, это мы его называем Кулевич. Во всем мире квадрат Малевича, друзья, а здесь квадрат Кулевича. Да. Ну я не знаю, на камеру это будет видно или нет, но я думаю, ты своим глазом заметишь, да, это фиолетовый квадрат и в середине. Пятно. А вот попробуйте, что это. Вишня? Нет? Да, видишь, на вензель посмотри. Вообще, скажу, Вишенка. 99% клиентов этого в вензеле не видят в нашем логотипе. Посмотрите на наш логотип сверху, что там. Вишенка. Вишенка, да. Блин. А я вот сейчас, я это только сейчас увидел, и вот это тоже я только сейчас увидел. Друзья, давайте вот это подметим. На логотипе Куликовска на самом верху есть маленькая вишенка. Вы это видели? Маленькая изюминка, которую мы вставили. Своя изюминка компании, бренда, всемирно, куда им буйрса бренда, который покорит мир. И еще, кстати, я книгу-то заметил, но чуть позже я заметил еще головной убор. Тоже фиолетовый и со своим знаком. Я извиняюсь, то, что я сразу надел. Прям захотелось что-то вдруг это надеть. Это шапка генерального директора компании Куликовской. Шапка наш национальный убор. Колпак. Да. Она у меня всегда стоит, она уже стоит больше года, да, там. Как мне ее подарил, тоже почти 2. Я к этому отношусь очень как к сувениру, как к подарку, и поэтому для меня это очень ценный такой атрибут. Не повседневный Все-таки убор. он эксклюзивный. Я думаю, что такой колпак есть только у меня и только у меня. Классно, ребята. Эксклюзивный еще даже есть бубенчик фиолетовый. Посмотрим. Ну, здесь сейчас что пусто. здесь в подсобном помещении у Куликовского? Ну, это вот здесь стоит серверный шкаф для магазина, здесь такой некий стол администратора. И уже, что самое главное, это вот видите, системы хранения. Вот, друзья, для полная продукции. прозрачность от генерального директора. И то, что сегодня ты видел на фабрике, мы же проходим все через отпечаток пальца. Ага. Вот здесь то же самое, в магазинах в каждом установлено. А если чужой отпечаток будет? А не примет. Просто хочешь, попробуй. Так. Не-не-не, Вот эта часть? Да. Да сколько хочешь. Он будет тебе говорить, пожалуйста, попробуйте снова. И у нас нету понятия штатного расписания. У нас не отмечается ничего вручную. У нас все оформляется в диджитале. То есть
Ты хочешь, Как удобно, а? хочешь не приходи на работу, за тебя никто тебе отметку там, как это бывает же, подрисует. Это или же там... через отпечаток, тем более. Все, то есть ты пришел, когда отметился, время твое пошло тикать. Когда ушел, время перестало тикать. Время начала там фиксировано у всех в какое-то определенное В время зависимости должно от своего графика, да. Взращивать своих менеджеров, своих специалистов, своих сильных кадров именно изнутри компании, это вот на практике других компаний. Вы, наверное, неосознанно в тот период приняли такое решение, или осознанно все-таки приняли такое решение, потому что даже вот основатель Alibaba, даже основатель Tesla, все советуют взращивать, это как бы чуть лучший метод взращивать сильных менеджеров, специалистов изнутри компании, потому что вы пройдете за этот период, это, конечно, в плане времени чуть дороже, больше времени теряем. Дольше, дороже, но круче и перспективнее. Стратегически это перспективнее. Здесь есть одно но, что тот, кто говорит, да, я вот так бы хотел, он должен осознавать, что пока ты будешь взращивать, ты будешь тратить, и у тебя дохода не будет. А у многих же как мышление в бизнес-предпринимательстве? Только открыл дело, начал, запустил, все хорошо, и сразу же хочется, вот, деньги, пошел доход, там, хочу сразу себе машины, дома, пароходы, там, ездить по миру, там, Мерседесы, С-класса и так далее. А нет, то есть надо понимать, что этот подход, который вот ты говоришь, и который пропагандирует и Джек Ма, и Илон Маск, да, и все, в принципе, осознанные бизнесмены в мире, этот подход хорош для людей, но он дорог для самих основателей, для бизнеса. И надо понять, что если ты пойдешь в него, ты сам будешь ограничен в деньгах. Вот тут за это только хвала, да, нашим бизнесу. Любая великая компания – это великая команда. То есть это великие люди. И я сразу скажу, это и мое там, да, заключение такое, это и мое такое мышление. И я думаю, что с этим согласятся любые супермиллиардеры всего мира, что 80% того, что вот сейчас оценивают как мой результат, вот достижения в этой компании, это результат моей команды. Однозначно. То есть вот 80% это их заслуга. Всего вот того, что мы видим сейчас под названием, там, когда слышим Куликовский, все, что мы видим на рынке. Как вам здесь работает вообще корпоративная культура? Почему Куликовский? Ну, потому что здесь ты защищена. Как бы работаем, все условия предоставляются для сотрудников. Защищена от чего? Ну, в том плане, что не боимся, работаем, как бы, в других работах ты переживаешь, что тебя могут кинуть, не заплатить деньги где-то. К сожалению, видимо, таких... Они абсолютно работают по белой, у них все трудовые договора, и у них даже зарплату они получают, знаешь, как на карточке банковские, да. То есть и при этом у нас выделяют соцпакет, мы кормим, плюс у нас там есть понятие медицинские такие аспекты поддержки, плюс обязательно оплачиваемый отпуск согласно законодательству. И их график работы здесь, он по КЗОТу идет. Как идет? Ну, по трудовому законодательству. То есть, по-моему, 2-2, да, сейчас 2 дня. Они 2 дня работают, 2 дня отдыхают. То есть 40 часов должно быть рабочих в неделю. А если не секрет, какая у вас зарплата? Если не секрет, конечно. Примерно, можно даже сказать. У нас это конфиденциально. Да? А это получается, вы в месяц работаете, через 2 получается 15 рабочих дней. 15 рабочих дней в месяц. Да. И кроме оклада есть какие-то бонусные, какие-то показатели бывают продаж? праздничные дни, у нас идет двойной оклад. И 13-я зарплата есть такое? Нет. Праздничные? Есть индексации. То есть вот по итогам 2020 года, в январе этого года была индексация всем проведена. То есть индексация, то есть каждый год в зависимости от инфляции, которая сейчас меняется в стране и так далее, мы индексируем зарплату всей компании. Ну, то есть повышаем. Плюс 10, плюс 15, плюс. Вот, например, в январе этого года мы всей компании индексировали заработную плату на 20%. В январе этого года. То есть вот закончился 2020 год, и с января люди все стали получать на 20% больше. Всегда, когда вот приходим в гости в компанию, спрашиваем насчет мебели тоже. Ну, мы настолько психи, вон, видишь, это, с Украины нашли наши логисты мебель такую эргономическую. Ну иди, прочитай. Kulik System. Бренд под вас, видимо, сделан, да? Нет, это... Нет? Или прям совпадение такое? Нет совпадения, есть такая компания. Вот у нас такое выражение есть у кыргызов «джуксун-джуксун». Пускай я тоже заражусь, имеется в виду, чтобы вот этот успех был заразен. Я понял. Он там чувак сидит, он тоже
начинает заражаться, уже зародился, да, этой болезнью. Да, мне тоже люди там писали, говорят, как? Слушай, говорит, мы первый раз, говорит, его всегда воспринимали как бешеного критика такой, да, там, 12 злобных зрителей. А тут, говорит, что вы с ним сделали? Ладно, скажи, сколько заплатил. Я говорю, да идите лесом, никто никому ничего не платил, чего вы меня донимаете? Вот, друзья, вот этот момент Человеку очень реально важен. понравилось ночной. Вот этот момент очень важен, потому что тот выпуск про компанию Куликовский набрал неплохие результаты, неплохие показатели. И сам генеральный директор сейчас этот момент прям акцентирует и говорит то, что спрашивали. Конечно, спрашивали, мне звонили и говорили, слушай, ты сколько ему заплатил, чтобы он так прям восторженно пиарил? Я говорю, слушай, да ничего мы не платили никому, не было никакого договора. Ему реально понравилось, так вы его и спросите, почему ему понравилось. Но вы же комментарии там пишете к его. Прям так восторженно. Все, не буду засиживаться, к нему очень легко, оказывается, привыкнуть, друзья. Какого года машина? 2020. 2020 год. Мы едем на новой GX машине. 460 Новый. 2020 года. То есть следующего поколения нет, то есть 21 еще нету. Нету, Да. это вот последняя, Это последняя самая модель. следующая, 14 тысяч километров пробег. Сколько она стоит? Ну, не знаю, может, когда больше бы не вызвало каких-нибудь, это 76 тысяч долларов я покупал. Это служебная машина, она куплена компанией, Ага. на компанию, и она будет амортизироваться в течение 5 лет. Мне вот лично и для зрителей, я так понимаю, будут интересны какие-то цифры, дедлайны. Например. Это сейчас ты намекаешь на провокационные вопросы, ну давай. Можно будет спросить, если это и не конфиденциальная информация, о капитализации компании, о количестве филиалов здесь, в Кыргызстане, в Алмате и в России. Кроме Алматы, я как понял, мы вне камеры, как же собеседовали, в Алмате есть филиалы, а по всему Казахстану есть ваши дистрибьюторы. Это получается что-то наподобие франчайзинговой системы, да? Вот давайте вот так, начнем с Бишкека. По количеству точек своих и по Кыргызстану дистрибьюторских, потом дальше в Казахстан и дальше в Россию. И, я так понял, вы уже есть присутствие на рынке Китая, да? Или только Шанхая? Присутствовали, открывали фирменные магазины, закрыли, потом работали по дистрибьюции до вот печальных моментов пандемии. Сейчас все, конечно, пока прекращено. Но мы имеем и сертификацию, и документацию, и доступ, и то есть в любой момент, когда с Китаем, дай бог, все наладится, и все возобновится, если наши партнеры-дистрибьюторы продолжат работу, то мы с удовольствием будем с ними дальше сотрудничать. Мы сами, к сожалению, ни физически, ни законодательно никак не можем на рынке Китая работать, потому что там можно работать только на уровне местного гражданина, то есть нерезиденты там не могут работать. То есть там даже Google, все вот эти международные компании, Apple и так далее, они там оформлены на каких-то местных людей, местных компаний и так далее. То есть там не может быть такого, что Google с Америки является стопроцентным там учредителем, собственником компании в Китае. Нет, ему этого не позволит законодательство. То есть правительство там очень жестко защищает. Очень жестко, да, у них свой национальный вот этот вот момент, и он очень жесткий. Во-вторых, есть китайский язык как сам языковой барьер, то есть и плюс есть еще и третий аспект, это менталитет. Kитайцы вообще очень удивительный народ. Для них такое ощущение, что вот мы им говорим, что это черное, они нам говорят, нет, это белое. Они нам говорят, это белое, мы говорим, нет, это черное. Ну вот это было столько нюансов, когда мы абсолютно диаметрально противоположные мысли. Ну то есть у нас ценник на торте, он ровненький, нормальный, красиво написанный, шрифт четкий, а у них он не идет. Им нужно, чтобы ценник стоял на торте в виде какого-то Микки Мауса с какими-то шариками. И вот тогда это идет. По какому принципу это работает, мы не понимали. Мы 4 года, да, по сути дела, почти сотрудничали с ними, и я так и не познал Китай. Я думаю, что и, наверное, не познаю это. Я даже какие-то блоги некоторые смотрел, передачи, которые там внутри люди живут, у них уже внутри Китая работают, может быть, сказать, ассимилируют, и то они прям говорят, ребят, ну это какой-то другой мир. То есть вроде все понятно, но вот все по-другому. Мы очень четко понимаем, что все держится на людях. И если сейчас любого спросить, предпринимателя, бизнесмена, сказать, с какой самой сложностью ты сталкиваешься, он все равно скажет, что основная сложность – это кадры. Я думаю, вот ты как предприниматель, ваш как бизнес. Но согласись, кадры решают все. Не знаю, же есть хорошая поговорка. Даже когда вот это... И слово кадры тоже на букву К, да? У меня сейчас скоро мания будет на эту букву. Или фобия, не знаю, какое вероятнее.
Смотрите, ребят, мы буквально неделю назад обновили наше мороженое. И почему я хочу на этом акцент поставить? Вот крем-брюле. Мы в течение года, начиная с прошлого года, с 2020, возрождали и восстанавливали технологию 1929 года. Это вот то, что в Америке с самого начала. Да, начало да, производиться. то есть пломбир не был придуман в Советском Союзе. Пломбир, оказывается, еще был там до тех годов, когда он только появился в Советском Союзе. Он был придуман, ну вот пока мы ту технологию, которую мы нашли и подняли с архивов, это США, это Массачусетский там кулинарный колледж, и на тот момент не существовало никаких там химических стабилизаторов, никаких там камедий, ну вот всего вот этого искусства пищевой промышленности, Давайте которое откроем, сейчас есть. да? Рецепт от 1928 года. 29-го. 29 года. Полностью органика. Давайте сразу попробуем. Вот только есть один аспект. Сразу большой вам такой совет и огромный лайфхак. Пломбир, это считается мороженое очень жирное. То есть пломбир, это жирное мороженое, сливочное мороженое, это не жирное. Так вот, пломбиры необходимо есть чуть-чуть потаявшими. Надо дать ему... Это говорю, почему он такой Поэтому, твердый? пожалуйста, ешьте пломбир всегда чуть потаявшим. Он начинает потаивать, раскрывается в нем вот этот вот жир, запах и вкус. Это все-таки высокожирное мороженое, от 13 до 15% жирности. А сливочное мороженое это уже 7-9%. Это вот премиальный там продукт. Я вообще сторонник диетического питания, но раз уж сегодня... Но здесь 90 грамм, я думаю, что... Не слишком потолстели, Не, да? конечно. Тогда Причем, заметьте, вот я тоже ем только нашу продукцию и скажу так, поправляются не от сладкого, поправляются от химии и от количества съеденного. То есть, если вы будете есть много сладкого и при этом не двигаться, ну, конечно, само собой происходит сбой. А сейчас, получается, по всей Центральной Азии именно... Такого мороженого нет. Мы единственные, кто в этой технологии сейчас производит. И мы думаем, что вряд ли, наверное, в ближайшее там, время кто-то из крупных производителей вообще до этой технологии дойдет и будет. Почему? Она тяжела, она дорога, то есть она трудная. То есть здесь, если все остальные используют стабилизаторы, камеди разные, различные, хоть они их там и называют, что натуральные, но все равно это пищевые добавки, то мы используем настоящий органический стабилизатор, это желток. Здесь присутствует яичный желток, и он даже указан в составе. Упаковки, да? При этом мы не используем ни грамма ароматизаторов, ни грамма стабилизаторов и ни грамма консервантов. То есть, еще есть красители. А если вы начнете читать мороженое многих производителей, то вы увидите, как там используют и красители, и что самое худшее, это ароматизаторы. А ароматизаторы и красители, они влияют очень сильно на здоровье и вызывают аллергию. И еще они, возможно, являются канцерогенными. Конечно, ну, если их много есть. Магазинов у нас фирменных, ну смотри, 24 у нас в Бишкеке, 40 в Алмате и 22 в Новосибирске. 86 это собственных фирменных магазинов. А еще есть партнерско-дистрибьюторские, то есть это вот у нас в Аше есть там 4, в Джалабаде 1, в Караколе, в Чолпанате, в Карабалте, в Токмаке, в Шапокове, в Шымкенте есть, ну это Шымкент, в Таразе, Байконур, это все партнерские точки, Кызылорда, Атырау, Актау, Павлодар. То есть в общей массе мы тогда считали 108 магазинов. 86 это наших, и остальных, если дистрибьюторские, партнерские посчитать, то это в общей массе 108. А в партнерские точки входят вот эти кофейни, где под вашим брендом продаются вот эти кофе, сладости? Таких точек всего 3, 2 в Алмате и 1 здесь в Бишкеке, это которые являются партнерско-франшизными. То есть это когда бренд по все, вот Токтагула Исанова, да, в нашем городе, это вот все магазин Куликовский, кофейня, все. Но это магазин партнера, это наш давний друг, друзья учредителей, и вот они владеют этим магазином. В Алмате таких 2, но они в общей сетке, они полностью управляются тоже компанией, сеткой, но они являются по де юре, официальным документам, они являются
партнерскими, партнерскими. они не относятся к нашему ОСО. Вот. Но для всех, для рынка это единая сеть. А Почему вот я те партнерские, которые у нас там в Аше, в Джалабаде, они даже и выглядят по-другому. К ним нет там каких-то предъявляемых стандартов бранчбука, брендбука, чтобы они выглядели одинаково, чтобы там был стиль дизайна единый, чтобы вывески были единые стильные. То есть они могут делать, что хотят, они продают как хотят, в плане того, что там у них нет ограничений по нужному ассортименту, стандартов по выкладке и так далее. То есть они могут брать не весь ассортимент, они могут выкладывать не в том порядке, в котором у нас он выложен в нашей фирменной стиле. Вообще классно. Мне прям захотелось одну точку, это именно под бренд Like Kulikovsky. Да, только Есть мы... никаких паушальных взносов, никаких роялти, и даже нету минимального закупа на каждый месяц. Это, Да, по-моему, только это слишком Бишкек- шикарные условия для партнеров. Бишкек, Алмата, Новосибирск, к сожалению, нет, мы никому не даем уже, то есть запрещено. А вот все остальные региональные, пожалуйста, открывайтесь. Друзья, предприниматели ваши, вообще шикарная возможность. Мы напишем здесь же. Пускай на через экране. вас выходит, вот, кстати, вам. Кто Можно посмотрит? напрямую, есть же телеграм-аккаунт, Нет у меня. Телеграм есть. Ну, на мой инстаграм-аккаунт? Нету. Фейсбука Как нет. так? Я все. У Куликовского есть, могут написать официально на наши контакты на сайте, в Инстаграме, а уже мне наш контакт-центр передаст. Хорошо. Или мне можете написать, я тоже тогда Да, передам. да. Но Или, Нурик, ты сам можешь ему написать и открыть свою точку. я сам Под видом- Здравствуйте. от другого лица, на демонстрацию. Меня зовут Бакыт, я из Аша, да, можно? Смотрите, я недолго думал на самом деле, да, я вот почему решил встретиться с Денисом, потому что мне о нем рассказывали, да, рассказывали, что вот у них прекрасное производство, там, тому подобное, но будучи со своей профессиональной деятельностью, я верил, что у вас все хорошо, я тебе это не раз говорил, да, я верил, что у вас все хорошо, но я не думал, что до такой степени. Я вот пришел, я, если честно, с ними хотел просто посоветоваться по рецепту, просто. Но когда я все это увидел, и когда Денис сказал рецепт, да, без проблем. Поможем. Ну, то есть, когда я увидел, что у него направление социальное, он говорит, я хочу показать этому рынку, что можно производить вот эту продукцию, потому что посмотрите за вот эти 3 года, сколько он работает, какой ужас он там наснимал. И он говорит, я хочу сделать что-то достойное для народа. Я говорю, пожалуйста, Вот. в этом деле поможем. Вот поэтому я был и такой счастливый, когда не насчет рецептуры, а насчет того, что я вот 3 года моей работы, 3 года того, что я требовал, что я просил, да, я просил причем минимумы, а я здесь увидел тот максимум, который вообще может быть, да, и я был просто... Поэтому вот сколько он мне заплатил, там люди спрашивают и у меня в комментариях, и оказывается и у него спрашивают. Да, Вот официально чай. Куликовский мне заплатил своей работой. Вот проделали вот такую работу, и они оплатили все мои 3 года сразу, короче. Ради народа, да? Да. В первую очередь мы должны достойно относиться к нашим же людям, к нашим жителям, к нашим клиентам. Их кормить достойной, классной продукцией. А видите, а как же конкуренция? Я говорю, какая конкуренция? У меня Бишкек занимает уже 30-35% от объема всей моей компании. Вот ты спрашивал там про какие-то конкретные цифры. У меня одна Алмата сейчас продает больше, чем весь Кыргызстан вместе взятый. Ребята, рынок открытый, вот вам, мир весь. Да что говорит мир, хотя бы, пожалуйста, Казахстан, Российская Федерация. Мы 7 миллионов населения, вот наша страна, наш там уровень экономики. И, пожалуйста, 17 Казахстан, 140 миллионов Россия. То есть у вас открытый рынок, там, можно говорить, если в рамках ЕАЭС, 200-миллионный рынок. Это в 30 раз больше, чем вся наша страна. О какой конкуренции мы говорим? Хотите зарабатывать? Да, идите здесь, идите нам на экспорт, идите в Казахстан, в Российскую Федерацию, идите в Китай, идите в Армению, ну хоть куда, там, возите, весь мир открыт. А здесь есть какая-то система сертификации именно для компаний с органическим производством? В стране ты имеешь в виду? Нет. В мире, может быть. В мире есть, но это очень мало стран, и к нам это пока невозможно применить, потому что, может быть, бы мы и смогли свою доказать продукцию, что мы органика, как продукция, конечно, но мы не можем доказать, что у нас органическая, например, там, земля, потому что там идет целая цепочка. Это значит, те, кто владеют землей и там выращивают, например, там, коров,
они должны доказать, что они используют органические удобрения, что у них там полив органический, что у них коровы там все идет по органической системе. И это такой цикл. Ох, это очень сложно. И это значит, очень сложно. Я Каждую скажу, деталь нужно будет. Конечно. И я думаю, проверить. по-моему, сейчас, если не ошибаюсь, даже в России еще нету вот этой вот национальной системы органической стандартизации. Чтобы открыть один магазин, минимум сейчас необходимо от 100 до 150 тысяч долларов. Это уже вместе с товаром, да, будет с каким-то объемом найдено? Это только без товара? Просто только запустить магазин, это без покупки помещения. Без покупки помещения? Да, это ремонт, оборудование, мебель, оснащение и так далее. А если с помещением, то есть с землей? Это уже сколько стоит, это уже зависит, почем ты купишь помещение. Можно какое-то помещение купить там за 100 тысяч долларов, а можно какое-то и за миллион. То есть если нашим зрителям и вашим потенциальным партнерам по городу к нам обращаться, Баткен, сразу знаете. Ну, я думаю, что, наверное, Ош Баткен, если мы говорим про то партнерство, которое у нас есть сейчас, то мы там не будем выставлять такие жесткие бранч-букс требования, как у нас есть они там в Бишкеке, в Алмате, в Новосибирске, в нашем филиале. Там, я думаю, что да, можно будет уложиться где-то в диапазоне там около 100 тысяч долларов. 100 тысяч долларов это только на брендбук? То есть Это вот, это полностью ремонт, декор, оборудование, стиль. Но одна только вывеска стоит где-то около 3-5 тысяч долларов. Просто вывеску сделать. А там витражи, а там кафель, а там пол, а там электричество, а холодильное оборудование, а кофе, стойка, мебель, все это там. Ну и сразу скажу, знаете, что нужно еще, всегда это тоже вот ошибка у многих предпринимателей, они имеют деньги, говорят, вот у меня есть деньги, чтобы запустить магазин. Я говорю, а у вас есть деньги, чтобы его первый год содержать? Это как? Я говорю, вам потому что вы первый год должны будете платить аренду, платить зарплату, платить коммунальные, там, платить налоги. А продажи будут только-только наращиваться. Не думайте, что вы открылись, и у вас на следующий день как повалило, так все, и у вас сразу и огромные объемы, и вы окупаетесь и так далее. Нет, каждому магазину нужен рост. То есть, чтобы открыть на 100 квадратных метров партнерскую точку для Куликовского, вам нужно иметь 100 тысяч долларов. Это для самой подготовки локации? Это для стартапа, да. Это и то, опять же, будет зависеть, насколько вам повезет. Может быть, у вас помещение будет более-менее уже с витражами, с хорошими, и там более-менее пол, стяжка бетонная хорошая сделана. А потом вы можете увидеть какой-нибудь там сарай, и вам придется там чуть ли не стены вообще убирать, и все по новой. Тут, видите, это все вот так прям очень субъективно. При самом пессимистичном раскладе 100 тысяч, при самом оптимистичном 50 тысяч, может быть. Не, 50 не уложитесь точно. Все равно. Вот эти же холодильники, там вот эти же... Считайте, что диапазон 80-120, это прям, вот 100 тысяч, это такой хороший некий ориентир, который останется, радуйтесь, но знаете, не останется, ну вот. Хуже, когда тебе не хватило. Лучше, когда у тебя останется. Да? Там, ты имел столько-то денег, запустил, у тебя еще что-то осталось, и ты можешь это использовать ли на дальнейшее там, развитие, либо как раз-таки на операционные расходы. Человек, если в основе с хорошим характером, с лояльной компанией, за постоянное развитие, его легче обучить, не то что переобучить, а обучить даже новому. Переобучать как раз таки сложнее, да. Обучать новому легче. Хард-скиллы сейчас обучаются, а вот софт-скиллы это внутри взращиваются. Это с нами, если даже не совсем, а надолго, друзья. Давайте наши софт-скиллы улучшать, да? Однозначно, вот прям хорошая это рекомендация твоим слушателям, зрителям. Вот больше развивайте в себе софт-скиллы, потому что хард-скиллы, вы же никогда не знаете, в какую компанию вы попадете. Она может там тортики продает, или памперсы, или там, не знаю... Или IT-продукты. Или IT-продукты, или дизайн-студия, да. То есть если вы там менеджер или вы предприниматель, то вы в первую очередь развиваете свои софт-скиллы. Это свое, все, что человечное. А если вы с ними развиты, то попав там в IT-направление, вы там уже постигнете IT-специфику, какие-то эти моменты, и ваши хард-скиллы будут взрослены той командой, тем визионером, тем владельцем, определенный продукт, который... тем профессиональным, тем продуктом, который, да, потому что IT это же тоже огромное направление, ничего себе. Тут все, любой хард в любом случае будет вас подтягиваться в зависимости от компании и от продукта, в который вы там и свяжетесь. А вот soft skill это ваша внутренняя вещь, это однозначно сильнее, я считаю, сейчас, чем хард. Второе, кстати, вчера, кажется, был подарок от Куликовской, это
1 июня мы запустили нашу игрушку Куликовский Cool Cake. Это приложение игра для телефона. Да. Это и на iOS, и на И Apple Play Market Store, и есть. Android Market, там можете все скачать. Куликовский напишите, вам выйдет игрушка. Это наш подарок, только на 1 июня был детям. То есть это классно, развиваха детям. Мы ее будем теперь дальше развивать, дорабатывать. И ее вообще фишка в том, что мы хотим помогать родителям развивать их детей. То есть она там на логику, на запоминание, на какие-то изучения там будет цифр, предметов. И самое главное, такая в ней фишка будет, что мы позволим детям зарабатывать самим себе баллы. Ну, то есть ребенок хочет, подходит, говорит: мам, пап, я хочу какую-нибудь там пироженку или тортик хочу. Да, на, конечно, на тебе, вот, иди зарабатывай. То есть и ребенок, проходя какие-то туры, изучая, играя, Логически полезные. через, логически полезно, через геймификацию, не просто там сидеть и какие-нибудь ролики смотреть, а через геймификацию вот эту, через игру развивать себя, при этом еще зарабатывать какие-то баллы. Органически денежки. полезные продукты. Да, в области. эти баллы можно будет потом перекинуть родителям своему в наше мобильное приложение, и на эти баллы уже родитель приобретет продукцию, ребенку скажет: молодец, заслужил, заработал сам. То есть мы хотим, чтобы уже дети и развивались, и как-то приучались с детства зарабатывать сами, ну и родителям это тоже хороший такой инструмент. Вот мы, такой наш социальный проект помощи. Классно, нашим ребята. детям. Какой миллиардер будет раньше? Из пищевой промышленности, из креативной экономики, из IT-сферы. Это очень такая классная, Слушай, классное хорошее состязание. состязание, но я, наверное, думаю, что IT здесь победит в силу, опять же, современных трендов, но IT не победит в удельном весе, понимаешь? То есть, ну давайте будем честны, что те, кто здесь в IT дойдут до миллионов долларов, их, скорее всего, будут уже хантить и перевозить куда-нибудь как раз-таки в Силиконовую долину. Я говорю про тех, кто может с этой страны здесь зарабатывать. Потому что IT это очень универсальный бизнес, ты неважно, где ты базируешься, да? То есть главное, чтобы у тебя был интернет, чтобы у тебя был ноутбук и были мозги. И там программисты, а программисты могут по всему миру. Вот ты же сам говоришь, только что приводил пример компанию нашу, которая работает с клиентами 8,5 тысяч магазинов что-то по миру. Да, да. Они сидят здесь, клиенты там. То есть, если они будут сидеть на Гоа или где-нибудь там на Мальдивах. Ну, наверное, не поедут. Примерно же, да, ну, то есть разницы нет. А вот период. я про именно концепцию страновую, то есть если как страна органической еды, потому что у нас для этого есть все ресурсы. Кыргызджер, Кыргызсу, да, там, Кыргыз-Ава, там, да, там, ну и так далее. То есть вот все наше, воздух, вода, земля, это основа же пищи. Популярность и качество и спрос на вашу продукцию должен всегда оставаться, а то и всегда расти. То есть только в этом случае вот эти все вложения будут, они как бы рентабельными, да? И это, с одной стороны, как точка напряжения, чтобы всегда поддерживать свою гигиену, качество, подход, конкурентоспособность, потому что в рынок может в любой момент войти какие-то, опять же, из какой-то IT-миллионер захочет войти в рынок общепита в плане тортов и тому подобное. Ну, пускай заходит, мы только рады будем, пускай попробует создать. То, что мы имеем, мы создавали, сколько вот нам уже в этом году 30 лет, понимаешь? И я скажу так, много кондитерских компаний в этом городе, в которых работают наши же бывшие сотрудники. Но пока мы не видим, чтобы кто-то дошел до таких объемов. Это не так просто, это ручной труд. Просто так, что прийти сюда и сказать: у меня есть 10 миллионов долларов, и я сейчас вам сделаю конкурента, welcome, сделай, попробуй. То есть одно дело деньги, другое дело команда, опыт и технологии. То есть это огромная система. А своеобразного управленческого совета как такого? Управленческий совет. Или у вас... Но это, назовем это, высший топ-менеджмент, это вот где-то 8 человек, которые такие именно в направлении коммерции, развития двигаются, производства, то есть это вот такой костяк топ-менеджеров. Это есть. 3 слова: кто, что делает и что за это получает. Кто, что и сколько. Кто что делает, кто делает, что делает и сколько за это получает. 3 слова: кто, что и сколько. Вот эти 3 слова мы поставили на повестку дня, и пошел консалтинговый проект. Все, с этих 3 слов все началось.